В республике ожидается очень насыщенное спортивное лето, и оно связано не только с проведением международного форума первенства мира по спортивной борьбе, а также спартакиады России по спортивной борьбе, но еще и с рядом нововведений, о которых мы поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте. Я представляю человека, который может ответить, пожалуй, на все спортивные вопросы. Это Руслан Хабибов, министр молодежной политики и спорта Башкортостана. Здравствуйте. Здравствуйте, Роза. Руслан Тагирович, на прошлой неделе состоялось очень важное событие. Первое офлайн заседание Совета по вопросам развития физкультуры и спорта при главе Республики Башкортостан. И прошло оно очень плодотворно. Вот какие главные выводы, как считаете? Во-первых, для всего спортивного сообщества это, конечно, безусловно, наверное, новая строчка такая в нашей истории, да? Потому что мы прекрасно понимаем, когда вопросы физической культуры и спорта обсуждаются на уровне первого лица, руководителя субъекта, да, потому что мы изучили опыт других регионов, и прежде всего опыт нашей страны, да, когда Госсовет при президенте Российской Федерации проходит с периодичностью раз в 3 месяца, и на этом Госсовете на уровне, прежде всего, президента Российской Федерации обсуждаются самые насущные вопросы нашей отрасли, да, безусловно, это дает очень серьезные, скажем так, толчки, решения, предложения по совершенствованию нашей деятельности, а самое главное, для создания условий. Потому что какие бы мы советы ни создавали, какие бы мы темы бы ни обсуждали, самая главная задача, которую перед нами ставит и наш президент, и наш глава республики, это прежде всего создание условий для занятия физической культурой и спортом нашим населением, населением республики, населением страны, и прежде всего создание условий для наших спортсменов и тренеров. Вот на это направлена вся наша работа, все те вопросы, которые первостепенно обсуждаются и будут обсуждаться. И были приглашены очень солидные гости, да. Как удалось и даже исполняющего обязанности директора РУСАДА пригласить в Уфу сюда на первый совет? Вы знаете, Михаил Владимирович, на самом деле, вот мы с ним на связи, уже несколько раз созванивались после проведения совета, да. Хочу отметить, на самом деле, да, это большой успех нашей республики, что мы смогли привлечь сегодня действующее руководство такого очень важного, да, института вообще в сфере мировой спорта, да. И мы с Михаилом Владимировичем договорились, и они обсудили этот вопрос с Ради Фаритовичем. Я пока не буду это говорить, это будет отдельная тема нашего с вами разговора и интервью, да. Вот скоро вы это услышите, как только будут документы подписаны. Будет, скажем так, проведена наша совместная работа, и мы станем опять в одном из направлений одним из первых регионов. И одна из главных новостей – это расширение ареала программы «Сельский тренер». Значит, пилотный проект востребован? Вы знаете, на самом деле, давайте будем объективно, честно говорить, эта инициатива была главой республики. Это он нам поручил рассмотреть этот вопрос и запустить этот проект, да. И на самом деле, вы знаете, сегодня этот проект очень широко обсуждается во всех регионах. Мои коллеги звонят, спрашивают, значит, просят дать ту нормативку, которую мы на сегодняшний день подготовили, да. Но вы знаете, и опять же, самое главное, ведь самое главное это обратная связь от наших тренеров, да. Вот, понимаете, как это круто, да, 34 тренера, которые никогда не получали какие-то, скажем так, субсидии, либо материальную такую вот поддержку, смогли решить свои жилищные вопросы. Уже 18-19 даже, я вам скажу, да, вот мы на заседании комиссии вынесли, скажем так, подготовленные документы, которые соответствуют действующему законодательству и требованию, которые получат вот буквально через месяц, через 2, уже в этом году. А вообще у нас на самом деле формат до 100. Очень важно, что Ради Фаритович поддержал нашу идею, и сегодня наши муниципалитеты, именно сельские территории, в которых проживает до 100 тысяч жителей, тоже там тренеры смогут участвовать в этой программе. А там очень большая на самом деле когорта. Этот вопрос сегодня обсуждается в Государственной Думе, этот вопрос сегодня обсуждается в Совете Федерации. И вот наш коллега, друг, старший товарищ, да, Брюсов Георгий Павлович нам, вот так пока по секрету, да, сказал, что прорабатывается вопрос, что возможно на очередном Госсовете России, да, по вопросам физической культуры и спорта будет обсуждаться в том числе и этот вопрос. Именно поддержка сельских тренеров и опыт Республики Башкортостан. Вот. Поэтому на самом деле прорыв, на самом деле это очень вот такой, наверное, яркий на сегодняшний день пример, когда идет адресная поддержка каждому тренеру. Но и очень важно, ведь, смотрите, поддерживая тренера, мы поддерживаем тех ребят, тех детишек, которые сегодня в отдаленных территориях.
тоже будут получать возможность заниматься у лучших тренеров, потому что на самом деле идут лучшие, сильнейшие тренеры. Я могу привести там примеры, да, когда из Уфы переезжают Кушнаренковский, Уфимский район, значит, наши сильнейшие тренеры нашей столицы, и там сегодня занимаются детьми. То есть получается усиливать школы на местах, на селе. Да, да. И самое главное, эти деньги можно теперь потратить не только на, допустим, недвижимость, квартиру, покупку участка, но еще и на профессиональное обучение, верно? Мы долго советовались, и здесь даже профессиональное сообщество наше долго спорило. Безусловно, повышение квалификации, обучение, переобучение, переподготовка сегодня тренерам необходимо, жизненно необходимо. И в соответствии с поручением главы республики мы вносим изменения в порядок предоставления этих денежных средств, где будет в том числе такая возможность у нашего тренерского сообщества, потому что учиться, еще раз учиться. Еще одна из тем, которая поднималась, это повышение пособий для спортсменов. Это один из значимых шагов, который был сделан благодаря в том числе и вашей инициативе. Каким образом, может быть, удалось это реализовать? Какие еще будут продвижения, повышения? Вы знаете, на самом деле вопросом, которым мы занимались больше года, изучали опыт. Да, я здесь очень хочу поблагодарить наше Министерство финансов, которые нас поддержали, и мы вот совместно создали рабочую группу. Мы сначала изучили опыт 14 наших субъектов Приволжского федерального округа. Далее мы посмотрели, значит, почти все субъекты Российской Федерации. Далее мы посмотрели регионы-лидеры, да. И в конечном итоге на сегодняшний день получается, что на самом деле где-то материальное стимулирование за победы, в том числе олимпийские, паралимпийские, значит, и на чемпионатах мира, Европы, да, повысились в 2 раза, а где-то в 4 раза у нас получилось. И никогда у нас не поддерживались материально победы наших спортсменов на уровне чемпионатов России. А это очень важно. И поэтому, опять же, вот я хочу сказать, да, вот наша команда Агидель, девчата, уже 3-й год подряд становятся чемпионами, да, впервые они будут получать вот такую финансовую, материальную поддержку, да. Вернулись наши чемпионы Европы, да, вот буквально на днях, да, наши бадминтонисты, да, ну, давайте честно скажем, плохо ли, да, по 250 тысяч, значит, сертификат наш премьер им уже вручил, и вот сейчас мы постановление готовим, да, тренер 250 и 2 наших чемпиона Европы, те ребята, которые прославили сегодня не только Россию, да, а ведь и даже Советский Союз, потому что даже в Советском Союзе таких у нас успехов не было. И это те спортсмены, которые у нас как раз-то в нашем центре спортивной подготовки в том числе тоже получают свою заработную плату. Это тоже та возможность, которая всего пришла к нам 2 года назад, потому что не было такого никогда, чтобы ведущие спортсмены наши, которые входят, ну, скажем так, там, в тройке, да, лучших на самом деле по видам спорта, которые являются сегодня кандидатами в олимпийскую сборную, да, получают заработную плату за счет республики в Центре спортивной подготовки, фактически являясь спортсменом, это Центр спортивной подготовки. И это еще одно, ну, скажем так, условие, которое должно позволить нам быть, ну, скажем так, впереди. И еще одна из новостей, которая прозвучала на совете, мы увидели проект Дворца борьбы, который появится, и также обсуждали тему о том, что спортивные объекты, все-таки, несмотря на все экономические трудности, как-то и реставрируются, и приводят в порядок, и продолжаем возводить. Вот как удается сохранить этот баланс в нынешней-то непростой ситуации, будем откровенны? Будем откровенны, во-первых, благодаря поддержке Москвы федерального центра. Да. Вот вы посмотрите, да, около 500 миллиарда это строительство манежа футбольного нашего, да, нам удалось привлечь, нас поддержало Министерство спорта. Да. Фактически 450 миллионов, и мы в этом году завершаем строительство центра гимнастики. Вот. Безусловно, конечно, это очень серьезная поддержка. Это во-первых. Во-вторых, мы начинаем со следующего года строительство, наконец-то, гребного слалома. Вот. А ведь наша Алсу Миназова 2 недели назад завоевала лицензию, да, на участие в Олимпийских играх. Очень надеемся, что эти Олимпийские игры состоятся и пройдут. Да. Вот. И я уверен, что наши спортсмены очень достойно себя здесь представят, безусловно. Поэтому мы прекрасно понимаем, что более 12 тысяч спортивных объектов.
Это огромное количество. Притом, начиная от дворцов, но завершая хоккейными площадками, площадками ГТО. Безусловно, их необходимо содержать, во-первых, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора о безопасности для нашего населения и для наших спортсменов. Да? Но и вот то, что предложил Ради Фаритович, это, безусловно, серьезнейший прорыв, это революция. Да? То есть он нам поручил в ближайшее время провести анализ всех спортивных объектов, то есть их технического состояния, в соответствии с требованиям безопасности, Роспотребнадзора и так далее. Да? И разработать совместно с Министерством строительства программу реновации этих объектов. Это круто. Ну и впереди нас ожидает первенство мира по спортивной борьбе в августе этого года, где будут звучать российские гимны, где все-таки флаг России поднимется. Готовы ли мы принять такой серьезный, солидный форум, который Россия примет впервые в своей истории? Мы идем 2 года к этому большому событию. Мы прошли очень большую работу, прежде всего, по заявочной кампании, да, и мы очень благодарны Объединенному миру борьбы. Мы благодарны Федерации нашей российской, что Уфа была поддержана в непростой конкурентной борьбе, да, и, безусловно, в такие, с одной стороны, непростые, да, времена, когда вот здесь пандемия, вот эта вот ковид-история, да, но мы сегодня готовы встречать 65 стран, как минимум 65 стран, да, лучших, значит, борцов и порядка 1500 участников и гостей. Это будет не просто соревнование, да, это будет настоящий праздник, праздник борьбы, праздник спорта. И мы уверены, что в любом случае победит Россия, победит наша республика, потому что на самом деле сегодня мы создаем условия для того, чтобы наши спортсмены прежде всего шли вперед, да, и завоевывали самые высокие пьедесталы и получали самые высокие награды. Вот. Но еще раз я хочу сказать, что работы очень много, безусловно, вопросов, которые требуют своего решения, огромное количество. И в этой связи, еще раз мне хочется сказать, вот тот совет, который возглавляет глава республики, и в который вошли, вот вы на самом деле вот заметили, да, самые-самые известные наши спортсмены, тренеры, значит, общественные деятели. Этот совет позволит решать эти вопросы в плановом характере. Потому что мы прекрасно понимаем, что в один день это все сделать невозможно. Вот. Ну и будем работать на то, чтобы экономическая, прежде всего, ситуация как в стране, так и у нас в республике выходила на самые-самые высокие позиции, потому что мы прекрасно понимаем, что мы зависим от той стабильности, которая будет у нас в стране и которая сегодня есть у нас в Республике Башкортостан. Ну и буквально несколько слов о предстоящих Олимпийских и Паралимпийских играх, потому что у нас есть, наверное, определенный список и представителей, которые выступят в Токио. Как думаете, как выступят наши спортсмены? Вы знаете, мы проанализировали, за последние 20 лет у нас таких, скажем так, результатов в части подготовки, в части включения кандидатами в Олимпийскую и Паралимпийскую сборную еще от республики не было. Вот. 12 на сегодняшний день кандидатов, спортсменов, которые войдут в Олимпийскую сборную России, да, и 18 это в Паралимпийскую сборную. Вот. Безусловно, еще не все, скажем так, места распределены, есть еще возможность нашим спортсменам довключиться в эти списки. Но самое главное, еще раз хотелось бы сказать, чтобы, можно так скажу, чтобы Токио не дрогнуло, да. Вот, мы очень верим, мы со всеми спортсменами молимся, чтобы это самое главное вот такое событие, да, нашего мирового спорта обязательно состоялось. Вот. Но уверен, что наши спортсмены, пройдя вот такой вот непростой ковидный, да, постковидный вот в какой-то части период, да, потому что вы знаете, вот даже давайте скажем, да, вот из 30 наших спортсменов чуть меньше половины переболели, ведь которые включены сегодня в состав Олимпийской и Паралимпийской сборной, да, это еще раз показывает, что спортсмены наши показывают характер, да, они на самом деле на высоком уровне находятся, но еще раз это говорит и о том, что ведь и все российские федерации нас поддерживают сегодня, и Министерство спорта, и Центр спортивной подготовки российский, а мы будем болеть за наших ребят. Ну, значит, в следующий раз мы здесь с вами в студии еще обсудим результаты наших спортсменов выступления на соревнованиях самого разного уровня. Обязательно. Руслан Тагирович, спасибо большое, что нашли время, пришли к нам сегодня в студию, рассказали о таких важных событиях, потому что Совет действительно важное событие, и я думаю, что резонанс от каждого заседания будет всегда очень солидный и серьезный. Спасибо, Роза. А я напомню, что сегодня мы говорили о предстоящем спортивном лете в нашей республике, в республике Башкортостан, с министром молодежной политики и спорта, с Русланом Хабибовым. Спасибо, что были с нами. Любите спорт и будьте здоровы.